На оздоровление детей Республики Коми в 2023 году направлено более 268 миллионов рублей. В этом году к открытию планируется подготовить 455 организаций отдыха и оздоровления детей, 307 лагерей с дневным пребыванием, 143 лагеря труда и отдыха, 5 стационарных. О том, как будут отдыхать интинские дети, рассказала начальник отдела образования Эвелина Круглова. В начале апреля закончились весенние каникулы у школьников. На это время на базе 9 образовательных учреждений работали лагеря с дневным пребыванием, в которых смогли отдохнуть 525 детей. Такие площадки будут функционировать и в летний период. Работать они будут в школах, в сельских, в городских, в дворце спорта «Юность». На летний период у нас будет зарезервировано более 400 мест в июне, 60 мест в июле и 30 мест в августе. На сегодняшний день мы уже получили предложение от Министерства образования и науки Республики Коми. Мы будем делать заявку и резервировать места в оздоровительных лагерях, которые находятся на территории нашей республики. Это «Чайка», это «Мечта». Мы ежегодно туда выезжаем. Количество мест мы пока не знаем. Точно так же мы готовимся 5 мая начать приемную кампанию заявлений в оздоровительные лагеря, находящиеся на Черноморском побережье. За пределами Коми отдых детей будет организован в 3 стационарных лагерях, расположенных на морском побережье. На организацию оздоровления выделено около 3500 путевок на всю республику. На сегодняшний день эта процедура в самом разгаре. Мы еще не знаем количество путевок, которые нам выделят. Мы еще не знаем категории детей, которые войдут в это количество путевок. Но, тем не менее, мы понимаем, что путевки эти к нам придут, и более 150 детей у нас смогут еще и выехать за пределы Республики Коми. Из федерального бюджета более 29 миллионов рублей выделили на оздоровление обучающихся с 5 по 8 классы, проживающих в арктической зоне республики. По поручению главы Коми дополнительно планируется привлечь еще 140 миллионов рублей. Планируемое начало заявочной кампании для родителей на получение путевок 5 мая. Для того, чтобы получить возможность записаться в лагерь на Черноморском побережье, 5 мая с 9 часов утра или с 9:30 время будет уточнено, и мы всем заинтересованным лицам сообщим об этом. Можно родителям самостоятельно через портал госуслуг записываться в лагерь. Точно так же точки записи будут работать в каждой школе. Можно записаться в школе, там точно так же будут эти заявления перенаправлены на портал. Можно будет прийти и записаться в отделе образования. На сегодняшний момент мы понимаем, что не у всех родителей есть возможность записаться самостоятельно, не все это умеют. Есть и люди, у которых до сих пор нет госуслуг, хотя это сейчас необходимость уже такая понятная, очевидно, многим. Поэтому на все вопросы, которые могут возникнуть у родителей, желающих отправить своих детей летом на отдых, можно получить ответ по телефону 6 17 21. Наталья Исламовна Савельева ответит на каждый вопрос. На территории Инты летом также продолжит свою работу программа временного трудоустройства несовершеннолетних. 325 мест на период с середины мая до конца августа по сменам. У нас будет летом более 17 смен. Это небольшие группы. Самая большая группа – это 100 человек, летний трудовой лагерь. Остальные группы трудоустройства при ЦВР, группы небольшие, от 10 до 15 человек. Также это трудоустройство будет проведено в Абизе, в Петрунях, при 6-й школе и при некоторых учреждениях культуры. В 2023 году в регионе планируется охватить различными формами оздоровления не менее 50% школьников, из которых 30% – дети, нуждающиеся в особой поддержке государства.